Настроил. А что это за ихус, блядь, ёпаштрец. Так, игра вышла вот прям когда она вышла, я не знаю, но вышла в этом месяце. Вышла она буквально 3-4 дня назад, наверное. Из-за того, что я работал очень долго, точнее отдыхал очень долго. Это звук, блядь, пиздец огромный, ёбан, я сейчас оглохну нахуй. Но разрешаем. Чё за билиберда? Надо было все это сначала зарегистрировать и потом только начинать, да? Но я сейчас прямо оглохну, блядь. Вот тут это. О, нихуя тут. Я тут желтые эти. Одеваем колечко, нажимая пальцем. It began with the forging of the great rings. Ну, это мы уже все знаем, что кольцо было это создано кем-то, и было это кольца, это я уже все. Ну, давайте посмотрим, да, это все как это обзор. Я сейчас оглохну, пиздец. For another ring was made. Deep in the land of Mordor, in the fires of Mount Doom, the Dark Lord Sauron forged a Ну, игра master весит ring. где-то около 1,5 килограмма она весит, да, и я думаю, что тут графика вообще охуенная должна быть. One by one, Но я думаю, что эта игра также ничем не отличается от викинги, там этот, ну, типа такого, знаете, да, такие стратегии. a last alliance of men Ну, and или это elves просто тупо ролик, да, marched наверное, against если the бы armies of Mordor. килограммов 300, мегабайтов точнее. Victory was near, but the power of the ring could not be Могущественное undone. кольцо, которое что-то там играет, то ли что-то там это... А было утеряно, что For ли? 2,500 years, the ring passed out of all knowledge. Until now, its time has come. Почему все на английском, да? Middle-earth Могли is бы at сделать war. сразу русскую версию, раз она на той маркетинг делает. Это как там, Министерство? Кондор. Или я не так, это не Кондор. Which side will you choose? Это типа эти, да, призраки, что ли? Но будем думать, что это были призраки. Не будем мы, конечно же, играть за Изангард. А, вот типа так, что ли. Рохан. Гондор. Лотлариен. Это эльфы, да? Так, это у нас Эребор. Сынадурина. Мордор. Ну, давайте мы будем играть за Мордора, да, потому что я давным-давно, это вообще давным-давно, блять, нахуя мне это юла, блядь, давным-давно, когда только вышла на компьютерной версии стратегия, которую все, наверное, играли, да, я всегда играл только одной расой под названием Мордор. И будем играть за Мордора. Будем убивать, грабить, насиловать, короче, типа такого духа. Загрузка Средиземья, подождите, если вы собираетесь вторгнуться на территории других фракций перед нападением, объявите им войну. Только после этого ваше братство или ваша дружина сможет наносить осадный урон. Так, осадный урон. Ну, я скажу, что игра была сделана на Unreal, кажется, да? Потому что на нескольких движках вот эту игру просто так не сделаешь.
звук чуть поменьше сделать. Вот обязательно нужно звук, потому что у меня сейчас стрим идет. Я как... В темноте раздается чей-то тихий голос. Ваше кольцо, как оно выглядит? What metal is it made from? Из какого металла выковано? Ну, давайте... Мы люди непривередливые. Я играю за Мордора. Для Мордора это самая главная ценность, это металл. Наверное. Ну, зачем какому-то орку, например, да, какому-то чудовищу золото, наверное. Изумруд, ну мне нравится, конечно, цвет зеленый, но он слишком какой-то обычный. Выбираем аметист, выберем. Is it plain or elaborate? Затейливая. Оно что, это что-то влияет, на что-то влияет, что ли? Ну давайте затейливая. Конечно, с надписью. Но тут ничего не написано, это же не надпись, а украшение. Гравировка. You have chosen your fate. Давай надеваем. Сарм, о, вы проснулись, отлично, кажется, вам снился сон. Ох, это кольцо, не стану спрашивать, как оно попало вам в руки, попрошу лишь использовать его с умом. И не слишком часто. Похоже, ваше кольцо уже наполнилось силой, посмотрим, как его можно использовать. Надеваем кольцо. Мне нравится, что суешь туда свой палец. Так, здесь вы можете посмотреть его параметры. Вы можете использовать силу кольца, чтобы сделать его мощнее. Мощнее? О, вы только что получили кольцо, и теперь можете открыть новый параметр кольца. Бой. Предел территории плюс 30. Так, предел территории 40, предел территории плюс 30, плюс 40, это у меня получается где-то там 70 штук. Теперь вы можете взять контроль над поселением, пишите же. Ну, надо было сразу начать сначала из этого. Ага. Вы тут, кажется, впервые. Позвольте я вкратце расскажу, как вам следует свое королевство могущественное и процветающим, да? Но погодите, какое знакомое создание прячется в городе. И что у нас прячется? Сарма, мерзкая тварь, каким колдовством тебя удалось сюда пробиться? Пожалуйста, орки, не трогайте нас. Мы не желаем вам беспокоить доброго человека. Мы просто ищем и высматриваем нас. И что же ты ищешь и высматриваешь? Отвечай! Прелесть, наша прелесть бежали от нас. Может быть, ее снова нашел вор. Он говорит о кольце всевластия, никаких сомнений. Если оно попадет в руки врага, нам не понадобится, нам не сдобровать, мы не можем этого допустить. Ходит много слухов, говорят, артефакт необычной силы вновь появился в темнице. Ясно. Кольцо. Вперед. О, ну и не так уж далеко, да? Да должно быть оно именно здесь. То самое кольцо, которое сам Саурон выковал в пламени роковой горы, кольцо, наделяющее того, кто найдет его невероятным мощным. Но это кольцо будет наше, наверное. Ха-ха-ха. Нужно отправляться в Долгулдор. Мордор заслуживает стать новым владельцем кольца. Ну, конечно. Это наше кольцо, как ни крути. Орки наступают, должно быть, они учуяли силы вашего кольца. Надо готовиться к битве. Однако у вас нет армии. Увы, сначала вам нужно нанять командира, который поведет ваше войско в бой. Так, заходим, нанимаем командира, смотрим на карту. Здесь указаны все командиры, независимо от того, к каким фракциям они принадлежат. Давайте призвоим вашего первого командира.
Сарван. Вам нужно заслужить уважение командиров, которых вы хотите призвать. Поднесите им подходящие дары, и они станут вас уважать. Это приблизит вас к цели. У меня для вас кое-что есть, командир. Пульк. Ну, мы, кажется, что-то подарили, да? Нанять командира. Заслужив максимальное уважение командира, вы сможете его призвать. Come on, over here, командир. Отлично, теперь пора снарядить вашу армию. Горбак. Горбак — один из командиров армии Мордора. Орки редко живут долго, и Горбак, очевидно, что-то понимает в воинском искусстве, раз сумел дотянуть до преклонных лет. В бесчисленных сражениях с армиями Гордора он набрался бесценного опыта, а коварство выделяет его на фоне всех прочих полководцев армии орков. Так, назад. И что же мы тут видим? Да ничего не видим. Назад. Назад. Пришло время отправить поход новому командиру и вступить в ваше поселение. Осмотрение, смотрите, армии. Подготовить армию. Так. Здесь вы можете выбрать солдат, которые будут входить в армию командира. Ну я туда положил, они все равно тут стали. Ну ладно. Придираться к этому не будем, это все равно ранняя версия игры. Превосходно, чем же пора выступать? 100 человек это походу, да? Ну, вперед. Вот эта клетка с одной единицей власти отлично подойдет, прикажите своей армии ее занять. Шнеля! Лера? Ничтожная, это что такое? Типа шансы победы у нас ничтожные, что ли, видите? Типа быстрый бой, да? Могли бы сделать как-то... Да, это пофиг, не будем производить занятия. Земля постоянно обеспечивает вам ресурсами. Они нужны для улучшения поселения и призыва новых бойцов. Занимайте землю, чтобы ваша армия могла уходить дальше от поселения и расширять ваше владение. Пора забрать свою награду. Каждый получит свои силы, накопленные на данный момент. Нажмите сюда. Получить власть. Похоже, все готово, мой друг. Вашим друзьям нужна помощь, кому мы отправимся на подмогу. Ну давайте выберем вот этого человека, да? Шарку. Шарку. Мудрый выбор, что ж, я отправляюсь. Волшебник наконец покинул нас. Скажи мне, хозяин, как вас зовут? Блять, как же меня будут звать-то? Дмитрий. Блять. Ёпастра, чуть не умер нахуй. Изменить имя можно только один раз за сезон. Дмитрий Трек. Имя изменено. Так, точно, Дмитрий, я вспомнил. Задания в первой нижней части экрана всегда помогут нам, если мы потерялись. Да. Этот летит, дракон летит. Нельзя забывать о прелести, а то они найдут ее раньше нас. Нет, нет, наша прелесть наша. Да мы найдем ее, она станет нашей с новым голем. Нет, нет, хозяин все исправит. Не слушайте его, хозяин. Отправьтесь в путешествие. Избавиться от угрозы. Сезонный прогресс на севере. Так.
Но музыка у нас пока не играет, это уже радует. Настройки мы видим, настройки у нас высокие, нормальные, низкие. Режим совместимости. Ну, с этими высокими, невысокими пока пользоваться не будем, пока мы ничего об этом не знаем. Мы можем пока кого-нибудь взять, ну, например, возьмем вот этого вот человека. Аватар измененный, это меня, конечно же, радует. Сейчас мы будем играть. Ну, давайте сначала мы посмотрим, что у нас тут вообще идет отчет о боях. Так, у нас кто-то погиб, что ли, или что? Так, 89 человек у нас уцелело, а так мы убили 30 каких-то неграмотных этих врагов, короче того. Так, нам дается бесплатно 100 камушек. И это меня, конечно же, радует. Потом мы возьмем. Нет, ничего не возьмем. А награды-то нет. Зачем мы туда? Да можете по ссылке узнать больше. Да, это... Нам не интересно, наверное. Потом. Восстание теней. Нанимайте командира, предлагая им подарки. Да, бесплатно. Давайте, что у нас тут? Ага. Какие-то ништяки, пока я не знаю, для чего они. Захватите клетки с уровнем. Так, а я могу что-нибудь построить? Нет. Давайте лучше будем тыкать то место, которое надо тыкать, да? Захватите клетки с уровнем, мы это и заполнили. Так, у нас открывается какая-то ящик. У нас есть ресурсы: дерево, камень, железо, пшено и изумруды. Гости издалека. У стен поселения стоит армия, которая просит встречи с вами. Ну давайте сядем. Командир хочет с вами поговорить. Вы можете обсудить все вопросы в таверне. Это кто такой? А? Что такое? Шарку появляется в пещере. Шарку появляется. Мы благодарим вас за помощь, Аруман. Это настоящее спасение для нас. В знак благодарности и я, и мои люди останемся с вами и поможем вам построить поселение. Нифига, это маньяк же этот. Шарку, предваритель кавалерии Изенгарда. Этот искусный укротитель волков готов отдать жизнь ради своего господина волшебника Сарумана. Шарку сразился с братством кольца на бескрайних просторах. Так, к вам присоединился 250 сыщиков. Это, конечно же, меня, наверное, радовать должно, да? Превосходно, но для строительства поселения вам понадобятся ресурсы. Вы можете захватить землю, чтобы увеличить производство ресурсов. Теперь захватим клетку земли с силой One. Нанять второго командира мы сделали. Захватить клетку, распределить очки командира один раз. Потом опять ящик откроем, да? Так, командир, может это тут горит. Давайте мы ему дадим вот этот аппарат. Почему он на действие? Команда должна находиться в режиме ожидания поселения. Пошел тогда. Так. Отозвать вам, подтвердите. А если я отзову армию? Это что? Тогда земля остается, что ли, или что? Так, карта. Ну тут кто-то тоже очень хорошенько так захватил какую-то свою местность. Ясненько. Давайте подождем 18-17 секунд. И нам нужно захватить место. Давайте по очереди, да, например, вот это земля с властью 30. Блин, 200, 170.
Вот это пустое место самое то, кажется, да? Марш! 356. Окей. 42 минуты будем ходить. О, 5 секунды, то есть. Ну давайте, давайте. Быстро, 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 быстро. Ну сначала надо будет тыкать те места, которые надо тыкать, да? Потом дальше посмотрим, как игра пойдет. Ага, вот это истребление. О, там еще кто-то был, что ли? Я думал, что это пустая земля, как бы. О, ёхай, людей потеряли. Ну, орков потеряли, например, скажем, да? Так. Захватить клетки с уровнем 1-2 раза. Есть контакт. Очень хорошо, а наше производство ресурсов увеличилось. Захват земли — это главный способ повышения производства ресурсов. Распределите очки командира один раз. Это важный титул вашего командира и связанные с ним навыки. Внутри отображаются все титулы и навыки, которые он может получить. Кроме того, на странице профиля можно просмотреть действующие бонусы и навыки. Нажмите на кнопку ниже, чтобы распределить очки. Так, распределить очки. Основатель. Командир получает по одному очку за каждый новый уровень, добив одну очку к титулу или навыку. Вы повышаете его на один уровень, тем самым повышаете его эффективность. Старый орк. Титулом или кругом они повышают особенности. Ну, давайте старый. Вы можете выбрать один из двух титулов. Затем на открытой дороге титула вам потребуется больше очков. О, блядь, здесь отображается навык, у каждого титула есть два сопутствующих навыка. Давай дальше, сопутствующий титул. Это, короче, иди в жопу, Саруман. Ты уже меня достал со своим тыканьем, блядь. Активировать, нахуй. Улучшить, блядь. Че, я могу бесконечно улучшать, что ли? Ну все, больше ничего нет. Так, распределение очков у нас есть. Улучшение инфраструктуры. Теперь, когда к нам примкнула новая армия, в казармах стало тесно. Нам нужно улучшить казармы, чтобы вмещались больше бойцов. Здание можно строить и улучшать в меню строительства. Так. Ну давайте соберем золото сначала. Блядь, обязательно тыкать надо там, куда мне надо тыкать. Давайте улучшим казармы, чтобы повысить их вместимость. Ну давайте улучшим, что ли. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Скорость плюс написано. Это что такое? Я не нажал. Ну, там, если нажимаю, там явно какой-то подвох. Там, например, кристаллы, например, да? Так, казармы 3-го уровня. Так, давайте еще сбор средств, например, собрать. Что-то не то. Это что такое было вообще? Казармы. Сыщик. Головорез.
А сколько у меня денег? Не, больше не надо, короче. Это будет... А сколько у меня деньжат-то вообще? Я же не посмотрел. О, у меня денег закончилось. Ха-ха-ха! Нету золота. Я, кажется, сглупил. Да, постройте жилище. Построить жилище есть, казармы есть. Казармы улучшены, а значит вместимость казармы этого поселения увеличилась. Ваши бойцы весьма опытные и умели. Это потому, что он достигли второго уровня. Улучшайте главный зал до 4-го. Вы сможете призывать солдат уровня 2. Нам нужно как можно быстрее улучшить главный зал. Улучшить? Скорость? А, не, нафиг. А, закончить сейчас. Не, это пиздец, дорого же, вы чё, это 3 кристалла, откуда я потом 3 кристалла найду, да? О, игра более-менее начинает мне нравиться, вот. Так. Еще что надо делать? Захватите клетку уровня... Так, короче, надо кого-то захватить опять, да? Go! Шнеля! Чем больше солдат в армии, тем можно... В этой уровне не хватает солдат. Коснитесь где-то вы просчитать в подкреплениях. Куда нажать? Так, а кого я могу еще добавить? Не так же. Да ладно, короче, вот так пойдем, да, сначала. Это что такое? Почему я не могу ознакомиться? Ну, это обычный магазин. Ну, так, для ознакомления там пролистал быстренько, да, это... Ничего страшного, это все равно надо было показать. Бесстрашный первопроходец. Перевяжите свои учетные записи в Facebook или Google в код ZBZBBBB. Получите эксклюзивный аватар ZBDZZ. Бесстрашный правоходец сразу после официального выхода игры. Так, это у меня что-то есть собрать. Ну вперед, что ли? Марш. Слишком мало войск. Это как понять-то, блядь? Чего надо делать тогда, ёбаный? Войти, давайте войдем. Группа мордорских орков впечатлена нашей репутацией. Если вы построите для них жилище, они останутся у вас. Ваша мощь возросла, ваша сила привлекла к угрозе. Если вы построите для них жилище, они с радостью встанут на вашу сторону. Чем сильнее вы становитесь, тем больше армии сможет собрать. Пришло время развития и упорного труда. Вам нужно заработать репутацию. Жилищно-коммунальные условия, да, будем это. Ну давайте вот эту фигню построим. А как надо построить? Что надо делать, чтобы построить в конце концов?
как строить-то? Нажал же. Так, аптека у нас функционирует, да? Ну, пока давайте только на один склад построим все. Давайте еще построим 10 секунд. Это не такая уж большая цена. Не, потом уже это. Аптеку можно улучшить, да, на 20 секунд. Это, конечно же, 20 секунд это уже куда бы то ни шло, но 20... Эффект улучшения. Вместимость аптеки командование. Давайте пункт призыва 3. Давайте построим еще налог на дерево. Еще давай второй раз улучшим налог дерева. Ну это просто на всякий случай. Зря я это, кажется, делаю. Вот зря. Надо было по обучению все это делать. Да. Ну давайте хотя бы по одной, что ли. Угу. 4, 3, 2, 1. Угу. Потом сюда переходим. Логово. Можно использовать. Улучшить. Жилище Маргульцев. Можем еще раз нажать, наверное. Нет, главный зал 3 требует. А как я это вообще смог сделать-то? Построить. Логово разведчиков, оно отдельно идет. Логово какого-то тоже отдельно, типа, что ли, или что, я понять не могу. Главный зал. Казармы 4 надо нам. Пункт призыва 2. Улучшить. Ой, как умудрено, да? Вы посмотрите, вы все это видите же, да? Чтобы построить тот дом, просто нужно тыкать на то место, где надо улучшить. Потом опять то место нажимаешь, чтобы это... О, господи! А я хочу, по идее, построить свою армию с Блэкджеком и... призвать. Ну, короче, они явно... $14 минут плюс 50. Тоже 14 минут. Ну, это лучше, чем ничего все равно, да? Это я уже нанимаю, да, как бы? Да. Это еще и крутить можно, что ли? Аптека. Выбрать все. Лечение. Максимум, кого я могу лечить, это 16 человек. Ну, не человек, а 16 орков правильно будет, да? Давайте мы еще улучшим. Это уже занимает 5 минут, а если я казарму нажму и еще раз нажму... О, нифига, у нас тоже строится. А сколько я могу так? Недостаточно очередей строительства. Оказывается, я могу сразу
два улучшения одновременно могу делать. Это хорошо, это радует, конечно. Радует. Это, конечно же, радует. Один буду только налог пускать. Налог на зерно у нас 25 секунд. Это незначительно, потому что все равно надо ждать целых 14 минут, чтобы эти появились у меня. Ну, склад еще надо будет заполнить явно. Ну да, так-то игра хорошенькая. Вай. Склад улучшить. Так, потом налог на дерево будем улучшать, потому что там, ну, ждать недолго, 20 секунд, ничего страшного. Так, налог на дерево мы улучшим. Так, сейчас пока посмотрим, что можно еще делать. Так, вот по выполнению миссии иногда должны были давать мне всякие ништяки, да? Захватите клетку уровня. Ну да, я хочу захватить клетку, но... Ну давайте вот это захватим. Марш! Ой, не ту кнопку. Извините, не ту кнопку. Марш! Так. Нам же лечение нужно, по идее. Не. Аптека. Ну ладно. Выходим. Нападаем. О, победа ожидается. Нет, я не знаю. Вот честно говорю, честно скажу, что я могу и обломаться. Не хотелось бы прямо сейчас обламываться. Ждем. Испытываете проблемы, обратитесь сюда. Пищ. Сейчас быстренько буду драться. Ага. Захватите клетки с уровнем... Ага, мы выполнили. Открываем ящик. И что мы получаем? Ресурсы. Еще раз. Караван в опасности. Хотя мы пока не можем призвать солдат второго уровня, мы можем открыть новые типы юнитов. А разведка, методы обучения этих бойцов не знакомы. Логово разведчиков. Но сначала логово разведчиков, они наш главный приоритет. Испытание сезона. Маргульцев, главный зал, казармы, элиты. Так. Маргета построил. Уже тоже я сделал, да. Очень хорошо. Теперь разведка могут пообучаться в наших казармах. Ну да, здесь, да, я уже это сделал. К большому радости. Пункт призыва до второго уровня. Захватите клетку с уровнем силы не менее 10 один раз. И все. Следующая миссия у нас уже будет исполнена. Лечение. Так, 11 человек, 11 солдат. Так, давайте что-нибудь построим еще. Так. Да, это уже
радует, радует, радует. Главный зал, вот классно полдень тогда. Так, и что же мы тут видим? Нам написали, что-то есть. Ну, победа. Их было 30, нас было 77. Итого мы убили всех. Бедненькие, бедненькие. Сезонный абонемент 1299 рублей. Таких денег у нас нету. Так, демонстративно. Что это такое? Ну вот, что-то я нажал, и кажется, не то. Вот. Сейчас. Так, такое ощущение, что мы где-то застряли. А, нет армии для перемещения, да. А что, они обратно уже, что ли, подошли? Ну, конечно же, отозвать, да? Так, что-то надо еще построить. Склад. Нет, аптека нет. Налог на дерево можно сделать. Налог на камень потом сделаем. Угу. Так. Следующее нападение планируется на... Ну, давайте сюда, да? Сейчас надо кого-то лечить, надо что ли? Аптека... Нет бойцов. Ну ладно. Рейс. 61 орк. Слишком мало же. А где эти остальные-то? Ой, спасибо, ага. Так, армия. И еще вот нас тоже надо добавить. А почему я не могу этот... Отлично, в каждой армии может входить до 3 разных типов. Блядь, этот Саруман, ты заебал нах. А почему я разведку не могу дать? Вы ебануться нахуй. Отряды ближнего боя стоят в авангарде армии, атакуют только врагов, стоящих рядом с ним. Отряды дальнего боя. Смотрите разные типы войск, чтобы создать свою идеальную. Так, стоп. Что это было? Шарку, блядь, как тебя это? А Шарку как можно? Его же нужно как-то... Так, вот он. Давайте мы тебе дадим саблю. Тебя надо как-то увеличить же как. Титулы дать, что ли.
Ну ладно. Марш! В атаку! Марш! В атаку! Захватить. Захват был произведен опытными войсками. Угу, вроде бы всех отозвали. Заходим, войти. Построить. А что я? Зубчатая стена. Учебный лагерь. Башня лучников. Так, так. Не менее 10. А тут я знаю, возьму такого 20 лет. Где-то он тут дальше. Но он же должен быть где-то рядом, это здесь. Сорок. Подавляющая. Так, это меня вообще не радует. Успешный ход. Так. Испытание. Собрать все. И все, что мы можем дальше делать. Давайте что-нибудь стойкое. Что дальше делать? В аптеку можем ходить. Казармы.
Головорезы. Сыщик. Это жесть. Это их надо, мне кажется, построить. А как? Необходимо логово разведчика. Так, ладно. Тогда пока будем только атаковать. Марш! Вперед! Марш! Вперед! Хоть что-то соберет. Не-не-не. Мат. Команди. Выделение. Улучшить. Да, логистика. Коллекционер. Нет, логистика надо. Угу. Надо звать. Отозвать. Так, победа, победа, потом опять сюда, войти. Сюда выбрать лечение. Так, казармы. Угу. Построить. Ну, мне кажется, что игра очень интересная, да? Ну, давайте я пока уже завершу свой стрим. Так что всем пока, спасибо за просмотр, до свидания. Это была игра Lord of the Rings.